Юрий Ионов «Спас на Печоре» по страницам краеведческой литературы Республики Коми. Родился и вырос Юрий Ионов в маленьком пыльном городке Саратовского Заволжья, Пугачеве. Как все дети войны, не был избалован ни игрушками, ни вниманием вечно занятых работой родителей. В 5 лет самостоятельно научился читать и писать, а когда на 8 году пошел в школу, уже попробовал написать первые стихи о войне. Я вырос в городке Пугачеве на Саратовщине, где Чапаев был комендантом и жил почти целый год на нашей улице. Чапаев и переименовал бывший Николаевск в Пугачев. Отец преподавал геодезию в сельхозтехникуме, мать учительствовала в начальной школе, а после войны занималась с нами. Все трое мы закончили школу хорошо, в том числе и я с серебряной медалью, вспоминал спустя годы писатель. Окончив школу, Юрий поехал учиться дальше в Москву. Родители советовали ему стать, как отец, брат и сестра, инженером. Он, степняк, любил лес и поступил в Московский лесотехнический институт, окончив который, не стал искать лазеек для устройства в столице. В 1964 году поехал по распределению в Коми АССР в Среднепечорскую сплавконтору, где и проработал 3 года мастером и инженером сплава. В те годы там преобладал многоязыкий интернационал сталинских спецпереселенцев, от раскулаченных, семей врагов народа до власовцев и полицаев. К теме лагерей НКВД обращались многие советские писатели. Не мог пройти мимо нее и Юрий Ионов. Через много лет из-под его пера выйдет известнейший роман «Хроника. Спас на Печоре», опубликованный в Коми-книжном издательстве в 1998 году. Роман охватывает отрезок времени, начиная с трагических 30-х и заканчивая 60-ми годами. Действие происходит в далеком таежном Припечорье. Первые спецпереселенцы, мятеж заключенных в Усве, закладка в неимоверно тяжелых условиях лесных поселков, старообрядцы на Печоре – все это зримо проходит перед глазами читателя, как бы он сам является участником многих драматических событий. «Спас на Печоре» – одна из любимых книг доброго друга нашей библиотеки, активного читателя Василия Ульянникова. Василий Александрович делится впечатлениями от прочитанной книги, а также вспоминает одну из встреч с Юрием Ионовым. Давайте послушаем. По обложке так не подумаешь, что такая интересная книга. Ну, просто для интереса, раз советуют работники, тем более знающие, видимо, его или читали, они не посоветуют плохого. Я взял эту книгу. Как я был рад, что я с этой книгой познакомился. Я еще сегодня, вот под впечатлением, сегодня я дочитал эту книгу 2-й раз. Я дважды ее прочитал. Я ее еще с удовольствием прочитаю, может быть, через месяц, через 2, может быть, позже. Вообще я бы с ней не расставался никогда. Здесь так много написано, причем написано не так вот обычным каким-то языком, которым стараются писать такие маститые писатели, которые начинают завораживать человека своим красноречием, своими выкладками какими-то примерами. Здесь человек пишет, как живет простой коми-мужик, коми-человек. Как он выживает в таких условиях, это же чудо. Ну что хочется сказать так своими словами, уже вот отвлекаясь от всего. Я так удивлен такому масштабу знаний этого человека, ведь он, когда я писал, он еще был сравнительно молодым человеком и не мог так много знать.
как много читать, но насколько он подготовлен, как много он в жизни прожил и как много он почувствовал, чувствуется по нему. А возьмите вы разговор, вот его разговор, которым разговаривают люди, которые находятся не в столь далеких местах, как говорят, отдаленных. Люди заключенные. У них же свой жаргон, свой язык. Чувствуешь, что он или... Я когда читал, я сначала думал, что он несколько лет отсидел в зоне с какими-то рецидивистами, а может быть и с другими. Но такой человек может найти подход к любому человеку, к любому. Любой будет с удовольствием слушать его тоже, не говоря о книге. Это если встретиться с ним. А мне довелось с ним встретиться. Он был тогда молодой, я тоже был молодой. Но совершенно интересно то, что у него была интересная бородка такая. Он был современный молодой человек. Я думал, что он молодой такой, но никогда не думал, что он такой уже прожитый, такой насыщенный, такой содержательный. Он много не говорил, но прислушивался в основном. Видимо, я понял, что он человек незаурядный и не ошибся. Я всем советую, не только вот этот «Спас на Печоре», а уж эту-то книгу. Коми-человек, который живет здесь в Коми, собирается жить и хочет детей своих чему-то научить, он должен обязательно прочитать эту книгу. Как приятно, когда встречаешься с такими людьми и читаешь таких людей. Но это просто высказать словами, это скучно будет, потому что Ионов, вот, я так удивился, почему он таким образом, он же обладает великим жаргоном, специальным жаргоном. Ну, у нас говорят люди, которые освободились и прочее, а ты, говорит, по фене ботаешь, то есть ты можешь по тюремному разговору понять меня. Он, конечно, мало таких людей, но у нас в Коми, так сказать, хватает. Здесь такая республика, которая и выжила это за счет того, что здесь было очень много людей, таких, которых ни за что ссылали. Но если пример привести, откуда? Вот у нас ГУЛАГ образовался где-то с 1971 года, когда Кирова хотели поставить на место Ленина. Собралась там, так сказать, определенная компания, там были в основном люди еврейской национальности. И они предложили Кирову вместо Ленина. То есть вместо Сталина, не Ленина, вместо Сталина. А Сталин всех, конечно, конючил хорошо. Это же надо было где-то, начиная с 1932 года и по 1941 годы, он столько пересажал людей, столько, что в тюрьмах меньше погибло, чем он их... Люди эти погибали или в лагерях, или с голоду погибали, или их просто расстреливали. А бывало еще и хуже. Мучили просто людей, загоняли в бараки, закрывали барак и не давали людям выходить, и там погибали. Даже поджигали другой раз. И вот читая все это, у него обо всем этом написано вот в этой книге, ну и в других, видимо. Я не все его книги прочитал, к сожалению. Если мне даст Бог дожить еще несколько лет, я постараюсь его еще почитать и другие книги. Но вам еще раз советую всем, кто хочет жить нормально, быть хорошим, красивым, добрым человеком, знать, для чего ты живешь, зачем ты пришел на эту землю, почему одних людей ценят, а других просто не замечают, почему каждый артист, каждый художник, каждый поэт, даже возьмите фантазию музыканта и все другие произведения искусства, это же прозрение в вечную красоту, это движение, ритм, и это эстетическое наслаждение.